Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Будем вместе», передачу о детях, которые ищут своих родителей, и о родителях, которые этих детей находят. Специализированная школа-интернат номер 28, которая называет себя «Дом добрых надежд», отмечает свой золотой юбилей. Сегодня в нашей передаче мы расскажем об этом празднике. Ну а начнем мы наш выпуск с рубрики «Ищу семью». Здравствуй, Галя. Расскажи нам, пожалуйста, о себе. Мне 9 лет. Я учусь в 3 классе. Мне нравится писать, читать. Мы с сестренкой любим играть в дочки матери, в куклы и в прятки. Галя у нас учится в 3 классе, ей 9 лет, и она очень любит учиться, очень старается. Любит отвечать у доски, любит танцевать. Да, Галя? Очень любит танцевать. Выступает с ансамблем «Улыбка» во всех различных мероприятиях, на праздниках, на конкурсах всяких. Она уже у нас 1-й год только, да, она уже успела поучаствовать очень во многих конкурсах. И очень хорошо у нее получается. Также она любит читать, ходить в библиотеку, рисовать. И вот ее любимая игрушка – лисичка, да, Галя? Сестры много времени проводят вместе. Очень дружные и открытые, девочки трогательно заботятся друг о друге. Здравствуй, Ира. Расскажи нам, пожалуйста, о себе. Меня зовут Ира. Я учусь в 1 классе. Мне 8 лет. А какие предметы в школе ты любишь? Я люблю писать, читать. А что вообще любишь делать? Я люблю танцевать. Я люблю играть и песни петь. Ира у нас очень хороший, светлый, добрый человечек. Очень добрая, всегда готовая прийти на помощь, оказать какое-нибудь доброе дело сделать. Любит всем помогать. Даже без просьбы она придет и будет молча, возьмет и будет помогать. Сделать что-нибудь хорошее, да? Может просто так сделать, открыточку нарисовать и подарить. Любит делать людям хорошее. Да, Ира? Угу. Еще Ира у нас очень спокойная, очень веселая девочка. Очень любит танцевать, очень красиво танцует. Учитель танцев ее очень хвалит, говорит, у нее очень хорошие способности музыкальные, очень хорошо слышит музыку и танцует очень пластичная. Она к нам приехала вместе со своей родной сестрой Галей. У них год разницы, и они очень дружные, друг другу всегда помогают, поддерживают. Сестренки такие разные по характеру. Старшая Галя серьезная и немногословная. Младшая Ира открытая и улыбчивая. Мы очень надеемся, что девочки обретут семью. Я учусь во 2 классе. Мою учитель зовут Феня Гавриловна. Я люблю смотреть телевизор, играть игрушками. На переменах я люблю спортом заниматься, там, футбол, баскетбол. В спортивном зале я занимаюсь этим, перетягиванием палок, на тренажерах. Люблю помогать воспитателю, полы мыть, посуду мыть, накрывать, поучать, ковер чистить. И помогаю всем утром заправлять кровати. Сережа хороший, спокойный, выдержанный, очень любит спорт, хорошо рисует, активно участвует во всех делах группы, принимает активное участие также в жизни школы.
уже довольно серьезный мальчик, и серьезный подход у него к учебе. Учится отлично, на 4,5. Спокойный, добрый, интересный ребенок, который особых хлопот мне как воспитателю не доставляет. Сережа очень ждет своих родителей. Сегодня мы приехали в обновленное здание Дома добрых надежд и беседуем с Финой Гавриловной. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, об истории вашей школы. Нашей школе в этом году исполнилось 50 лет. Начиналась история школы с Мартынского детского дома. Когда-то это был общий детский дом, затем разделили ее на дошкольный и на школьные детдома. Сегодня весь педагогический коллектив школы-интерната старается идти в ногу со временем, продолжая традиции, заложенные учителями старшего поколения. В школе-интернате работают профессионально грамотные учителя и воспитатели. Гордостью школы являются выпускники. Благодаря профессиональной работе коллектива школы все выпускники успешно поступают и заканчивают учебные заведения. Воспитанники школы – победители и призеры республиканских турниров по плаванию, масс-рестлингу среди коррекционных школ. Обучение в коррекционной школе-интернате основано на лучших традициях народной педагогики и осуществляется по адаптированному учебному плану, специальным программам и учебникам с использованием коррекционно-развивающих методов и приемов обучения детей с особыми возможностями здоровья. В школе вот уже много лет работает студия вдохновения. Девочек обучают шить простые наряды, а также необычные костюмы для вокальных и танцевальных номеров. Уроки труда занимают основное место в учебном плане, особенно в старших классах. Много сил, терпения, знания требуется, чтобы привить детям начальные профессиональные навыки и умения швейного и столярного дела. Мальчики уверенно управляются с инструментами, умеют пилить, строгать, работать на станках, делают табуретки, столы, ремонтируют мебель. У педагогов есть горячее желание, чтобы каждый из ребят получил тот объем знаний, который он может усвоить и использовать во взрослой жизни. В марте школа-интернат «Дом добрых надежд» отпраздновал свой 50-летний юбилей. На мероприятие собрались гости, попечители, выпускники и ветераны школы. Открыл вечер танцевальный коллектив «Улыбка», которым уже много лет руководит талантливый педагог Лена Семеновна Васильева. Коллектив является лауреатом и дипломантом многих республиканских, российских и международных конкурсов. На празднике много теплых слов было сказано выпускниками школы. Школу закончил в 2014 году, обучался на отлично. Выучились на водительское удостоверение, получается, работаем водителем. Мы пришли в свой дом, потому что обучались около 10 лет. Это для нас просто наш второй дом, можно так сказать. Поэтому в школе вообще благодарны, особенно благодарны всем педагогам, которые нас обучили, дали нам такую путевку в жизнь. Вот. Закончил в 2008 году, отучился в Нерюнге, среднее образование, тоже получил водительское удостоверение, в основном на водителя работаю. Вот так вот. В школе благодарен педагоги, учителям. За 50 лет работы школа-интернат номер 28, заменяющая своим воспитанникам дом и семью, вырастила не одно поколение детей, выбравших свой жизненный путь в самых разных сферах деятельности. Мы какую цель ставим? Чтобы дети адаптировались в этой жизни, выпустить таких граждан, чтобы они были нужны стране, чтобы они республике были нужны.
Вот. А поэтому нужно вкладывать. Самое ведь главное в детском доме – любовь к детям. Через любовь к детям можно решить любые проблемы. Вот. Любишь, видишь, и они стараются ответить таким же. В школе созданы все условия для обучения и воспитания детей-сирот с отклонениями в развитии. Каждого педагога, работающего здесь, отличает высокий профессионализм и творческое отношение к делу. Благодаря педагогам школа не раз подтверждала звание лучшего интерната республики и стала домом добрых надежд для работников и воспитанников. Современная жизнь диктует свои условия, и педагогам приходится прикладывать немало сил, чтобы обучать и трудоустраивать своих выпускников. Ну, проблем очень много. Вот у нас, например, на уровне даже, наверное, государства проблема то, что закрываются группы для выпускников коррекционных школ, в колледжах и училищах. Нам очень трудно устраивать их на работу. Вот. Нужно, наверное, на государственном уровне об этом думать даже. Вот. Потом, раньше у нас были рабочие места, если предприятие обязано было брать воспитанника детского дома на работу. Сейчас нет. И пробиваются, и бьются, и устраиваем с очень большим, конечно, трудом. Вот. Ну, работают наши дети. В школе работают неравнодушные, яркие, неординарные личности. Каждый вносит свою лепту, а слаженный труд членов коллектива неизменно приводит школу к очередному весомому результату. Приезжая в эту школу, мы не можем не заметить, какие искренние и счастливые глаза у детей, которые живут здесь. И то, как успешно находят себя во взрослой жизни выпускники. Конечно же, в этом большая заслуга коллектива и директора школы. Мы желаем всем вам дальнейших успехов и процветания. Мы, как обычно, встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.